Говорят, война войной, а обед по расписанию. Но у водителей такси на обед дается час времени и зачастую поздно вечером, в районе 8 часов, когда заказы поступают чуть реже. Обедаем и вечером, когда более-менее заказы успокаиваются, час дается на обед. Обедаю обычно в Хатее на Федора Попова, так как там, там чисто, культурно обслуживают, еда чистая, помещение чистое, светлое. Вот. Много знакомых. За время обеда успеваем пообщаться, поделиться опытом, новостями, да. Узнать, где какая новая яма появилась, где дорогу перекрыли. Так что, какие клиенты попались. Бывают юморные. У меня, я до сих пор вспоминаю, двухподъездный дом, спрашиваю клиента, у какого подъезда остановиться. Она мне отвечает, у среднего. Вот, до сих пор смеемся. Так что и утром хорошо завтракаем. Все. Чтобы весь день сытым ехать. Да, чтобы уже не отвлекаться на еду, как говорится. И не знаю, кто как, но у меня после еды в сон тянет. Если я хорошо поем, то надо обязательно на полчаса где-то глазки прикрыть. Желудок, видимо, близко располагается к глазам. Ой, много анекдотов среди водителей. Рассказать, что ли? Пассажирка в такси тоже садится. Едут, доезжают до места. Она хлоп-хлоп по карманам. Нету кошелька. И таксист ее, значит, по коробке и заводит ее в лес, застилает простынь. Она говорит: ой, да вы что, у меня 3 детей, у меня муж, я в милицию буду жаловаться. А он ей говорит: а у меня 40 кроликов, рви траву и слаживай. Как-то так. Такой нам попался веселый и добродушный герой сюжета с колоритной внешностью, спокойным характером и собственным мнением на реалии жизни. Поздравляя Сергея Анисимова и всех его коллег уже с прошедшим днем водителя, пожелаем ему ровных дорог, культурных клиентов, знающих историю своей родины, побольше выходных, чтобы можно было насладиться рыбалкой и крепкого здоровья. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, Джулстан Трофимов, ЕСЯ.